Здравствуйте, вы смотрите «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Конгресс США одобрил законопроект о поддержке Украины. Заемщики валютной ипотеки митингуют в Москве. Стоит ли государству финансировать фильмы, критикующие Россию? Комментарий режиссера Андрея Звягинцева. Как всегда, начинаем с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. У подъезда своего дома в Ереване избит известный оппозиционный политик Армении. На секретаря парламентской фракции «Национальный конгресс» Арама Манукяна напал неизвестный. С травмами лица и сотрясением мозга политик доставлен в больницу. В оппозиции Армении говорят о системном запугивании инакомыслящих, имея в виду недавнее насилие в отношении ветеранов Карабахской войны, критикующих президента. Командир войск армянской полиции Левон Яранасян газете «Жахавурд» сказал следующее. «Меня ничто не сковывает, кем бы он ни был в стране. Если в моем присутствии захочет сказать что-либо в адрес президента республики, я отрежу ему уши». Конец цитаты. Ну и теперь в Россию. Страна, где справедливость, валютная ипотека, пожизненное рабство. Именно такие плакаты сегодня можно было увидеть у Центробанка в Москве. Митинговать пришли люди, взявшие ипотеку в валюте. С начала года рубль обесценился к доллару почти наполовину, то есть взявшие ипотеку в долларах и получающие доход в рублях россияне должны будут выплачивать не только проценты, но и разницу курсов. Ну а рубль тем временем все ниже. За евро давали 71, за доллар 57 рублей. Кто виноват? Президент Путин винит валютных спекулянтов. Премьер Медведев – дешевую нефть и санкции. Глава Центробанка Набиуллина – пузырь на нефтяном рынке. Ну а что говорят сами россияне? Наш корреспондент записал мнение москвичей. Как правило, для нас, так сказать, для потребителей обычно хорошего мало чего бывает. Вот. И я так предполагаю, что рубль падает, да, цены растут, но цены вряд ли теперь упадут. То есть цены выросли, они на этом остановятся. То есть инфляция образуется. Не поднимется, да, нефть? Это факт. По крайней мере, вот, да. Сейчас говорят, что там санкции весной снимут, будет полегче. Ну как можно надеяться на то, что санкции снимут весной? Вместо того, чтобы что-то делать. Конечно, ударило по карману, потому что у всех какие-то там долги, ипотека и все такое. Я думаю, что это очень сильно, конечно, влияет на простых граждан. Падающий рубль тянет за собой и молдавский лей, и армянский драм. Реагирует и белорусская валюта. Сколько стоят деньги, выясняла Шахида Якуб. Наиболее остро падение курса рубля ощутили на себе жители Армении. Я есть в Москве, родственники, дети. Отправляют вам деньги? Конечно. И скажите, падение рубля, да, как повлияло на вас? Да, очень трудно сейчас нам. И там, и здесь. Очень трудно так жить. Ну, потому что они работают в Россию, приезжают, принесут вот деньги. А деньги уже, не знаю, эти деньги или просто бумаги. По данным Центробанка, армянский драм упал по отношению к доллару на 12% с начала этого года. Как говорит директор армянской редакции «Радио Свободы» Граир Тамразян, падение рубля ударило по заработкам армянских гастарбайтеров, перечисление которых кормит большую часть страны. Один из основных доходов армянской экономики является трансферы, это денежные переводы из России. Мы знаем, что очень много армян сейчас работает в России, посылают деньги в Армению. И это как бы колеблется между 2 и 3 миллиардами долларов. И сейчас мы знаем, что с падением рубля падает и вот объем вот этих денежных переводов. И экономисты критикуют армянское правительство. Не было диверсификации экономики. То есть все было направлено на один рынок, российский рынок. Упал в цене также и молдавский лей. На этой неделе Центробанк Молдовы заявил, что лей упал по отношению к доллару на 11%. Как и Армения, Молдова кормится за счет дотаций трудовых мигрантов, объясняет экономист Верил Гирбо. Вы знаете, что экономика Республики Молдова зависит от переводов из-за рубежа. Примерно половина, они приходят из Российской Федерации. И вот гастарбайтеры Республики Молдова, которые находятся на территории Российской Федерации, покупают меньше долларов, потому что доллар вырос в цене в Российской Федерации. В то же самое время, я думаю, что главный фактор, который повлиял на негативную эволюцию молдавского лея по отношению к конвертированным валютам,
является эмбарго, которое установила Российская Федерация по отношению к экспорту из Республики Молдова на российский рынок. Падение курса национальных валют в Армении, Грузии и Молдове создает проблемы для этих стран, так как все они зависят от импорта западных товаров, за которые теперь придется платить больше. Эксперты предсказывают рост цен, так как валютные резервы этих стран не настолько емкие, что могут сдерживать курс инфляции. Рубль плох, от него можно и избавиться. В Госдуме депутаты задумались о замене рубля другой валютой. Как могут назвать новую денежную единицу России? В соцсетях первые предложения. Пользователи реагируют на тренды «Новороссия» и «Крым наш», «Новорубль», «Доллар наш» и «Евро наш». Это программа «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Окажут ли США военную помощь Украине? Из Конгресса вышел новый документ, ожидающий лишь подписи Обамы. Наташа. Да, Сергей, обе палаты Конгресса США одобрили вчера законопроект о расширении санкций против оборонного, энергетического и финансового секторов экономики России и оказании военной и гражданской помощи Украине перед лицом российской агрессии. Законопроект также наделяет Украину, Молдову и Грузию статусом союзника США вне НАТО. Как отметил сенатор Марк Кирк, принятие документа является ключевым шагом на пути к тому, чтобы заставить Россию заплатить реальную цену за ее незаконную оккупацию и чтобы предоставить Украине реальные средства для защиты ее народа. Законопроект, как сказал Сергей, ожидает только подписи президента Барака Обамы. Директор ЦРУ Джон Бреннан ответил на критику в адрес ведомства после публикации доклада о применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме. Бреннан заявил, что благодаря использованию этих методов удалось получить ценную информацию, позволившую предотвратить новые теракты и захватить боевиков Аль-Каиды. Это реакция на выводы доклада, в котором утверждается, что жестокие методы допроса оказались неэффективными. В то же время он признал, что после терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ оказалась не готова должным образом реагировать на ситуацию. ЦРУ не было готово к выполнению программы содержания под стражей и допросов подозреваемых. И наши сотрудники первоначально неверно разработали и контролировали действия в рамках этой программы. Управление не смогло быстро выработать четкие инструкции, необходимые для осуществления этой деятельности. В небольшом количестве случаев сотрудники управления применяли несанкционированные методы допроса, которые были ужасны и которые должны быть отвергнуты всеми. И мы не смогли привлечь некоторых сотрудников к ответственности за допущенные ими ошибки. Однако крайне важно признать, что большинство сотрудников, работавших по этой программе ЦРУ, честно выполняли свои обязанности в соответствии с данными им директивами. Лидер Крыма, украинской территории, аннексированной Россией, побывал с неофициальным визитом в Дели. Приезд Сергея Аксенова совпал по времени со встречей Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Российские официальные лица отказались от комментариев, однако Аксенов приехал в Дели для подписания меморандума с бизнес-группой «Индийское крымское партнерство» в сопровождении высокопоставленного дипломата. Присутствие Аксенова в Индии одновременно с президентом России вызвало негативную реакцию Госдепартамента США. Мы обеспокоены сообщениями о том, что в состав делегации, сопровождавшей Путина, мог входить Сергей Аксенов. Мы понимаем заявление Министерства иностранных дел Индии о том, что там не были уведомлены о его визите или его присутствии в делегации. Думаю, я должна это передать. Мы будем заниматься дальнейшим прояснением этого. В книге «Клептократия Путина» или «Кто владеет Россией» содержится несколько десятков страниц, одних только ссылок на источники информации. Это архивы восточно-германской разведки Штази, расследования американских, российских и европейских журналистов, а также сведения, полученные от западных официальных лиц в разные периоды работавших в России. Автор, профессор университета Майами Карен Давиша, посвятила свою работу свободной российской журналистике, которой так мало осталось в сегодняшней России, где коррупция не угрожает системе, а является для нее источником энергии. С автором беседовал Александр Панов. Несмотря на все потрясения на мировых финансовых рынках, в течение многих лет список из 110 российских миллиардеров, владеющих, по оценкам экспертов Credit Suisse, 35% общего состояния страны, остался неизменным. В то же время в рейтинге борьбы с коррупцией Россия стоит ниже Нигерии. Здесь действует правило диктатора Муссолини: друзьям все, остальным закон. Сложилась трагическая ситуация. Россия – страна с очень высоким индексом человеческого потенциала, высоким уровнем культуры и образования, она достойна большего. В
книге анализируется путь Путина на политическую вершину и сопутствующие события в бытность его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Учреждение Банка России в 1990-м, продовольственный скандал 1991 года, о котором был составлен доклад комиссии Салье, деятельность германской компании «СПАК», которая у себя на родине обвинялась в отмывании денег, контроль над игорным бизнесом. Автор анализирует происхождение путинской команды, включая такие не слишком известные в России имена: Владимир Смирнов, учредитель кооператива «Озеро», Виктор Золотов, прошедший путь от начальника личной охраны до замминистра, командующего внутренними войсками, судьбу денег партии, тайных активов КПСС, заранее выведенных на Запад и там как бы бесследно растворившихся. Вы верите, что эта, как говорил Ленин, нужная и своевременная книга будет когда-нибудь переведена на русский язык? Нет ничего, чего бы я так сильно хотела, но, к сожалению, сейчас она доступна только на английском. Почему от публикации отказалось британское издательство Кембриджского университета? Они рассудили, что очень велика вероятность подачи судебных исков русскими олигархами. Главной идеей книги: Путин был проектом части представителей КГБ, функционеров КПСС и бюрократов, был их выдвиженцем, но сейчас он управляет как царь, как единоличный лидер. Давно прошли те дни, когда он был младшим. С начала 2000-х Путин последовательно прибирал себе в руки всю полноту власти. Его действия в отношении Гусинского и Березовского свидетельствовали: он намерен управлять Россией единолично. 40 миллиардов долларов личного состояния Путина. Об этом писал политолог Белковский. Эту цифру приводите вы. Откуда она взялась? Я пользовалась только открытыми источниками и специально не разыскивала деньги Путина. Газета «Нью-Йорк Таймс» этим летом писала, что американская разведка провела собственное расследование и сделала вывод, что 40 миллиардов – это почти точная цифра. Верите ли вы в возможность дворцового переворота, в то, что ближний круг Путина захочет и сможет сместить его? Или он им не по зубам? Смотрите, совсем недавно господин Тимченко публично отказался строить мост в Крым через Керченский пролив. Раньше мы не слышали слова «нет» от таких людей. Вопрос в том, что стоит за этим отказом. Цена Крыма будет очень высокой не только для ближнего круга, попавшего под санкции. Это коснется налоговой системы, губернаторов, для которых не найдется денег на местные проекты из-за Крыма. Политическую цену ощутил на себе и Путин. Думаю, что заявление Тимченко – это очень серьезный сигнал. Загляните в хрустальный шар. В нынешних условиях власть Путина незыблема или возможны неожиданные повороты в ближайшее время? Это вопрос, который задают все. Путин недавно заявил, что рассматривает возможность выдвижения в 2018 году, и это свидетельствует, во-первых, о том, что такой вопрос задают люди на самом верху, и второе, он напоминает им, что это его решение и никого больше. И уж точно не электорату решать, оставаться ли ему президентом. Говорят, факты — упрямая вещь. Но толк от них будет только если зритель и читатель готов их добросовестно изучать и делать на их основе свой собственный вывод. Эта книга именно для такого читателя. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Специально для настоящего времени. Вашингтон. «Золотой глобус» может получить российская картина. С подробностями наши коллеги в Праге. Сергей? Да, ты права. Фильм «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева может получить «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Премию называют «репетицией Оскара». Российские картины были номинантами «Глобуса» и раньше, но лауреатом стала лишь лента «Война и мир» Бондарчука. Моя коллега Екатерина Кочкина поговорила с Андреем Звягинцевым. Фрагмент интервью. Вы записывали видеообращение в поддержку краудфандинга фестиваля документальных фильмов «Артдокфест» после того, как все тот же Владимир Мединский заявил, что организатор фестиваля Виталий Манский никаких денег от государства никогда не получит. Вот что подобные заявления министра культуры значат для нового российского кино? Когда чиновник, государственный деятель заявляет подобное, что та или иная организация или тот или иной деятель культуры не будет получать никакого финансирования за свои политические высказывания и за свою позицию, которая расходится с основной, что называется, линией, мне кажется, такие заявления противоречат вообще всем нормам демократического сообщества. Если эта стратегия объявленная действительно будет осуществлена, это в чистом виде реставрация Советского Союза, это ждановщина, это запрет на профессию, это и прочие карательные меры по части художественного цеха. Это мы уже проходили. И Мединский, как историк, прекрасно знает.
Вот и снова в свете слов Мединского о том, что государство не должно финансировать фильмы, которые, я цитирую, оплевывают власть, «Левиафан» же вряд ли можно назвать патриотическим в том смысле, в котором это слово понимает Минкульт. И в то же время часть денег на фильм была предоставлена именно министерством. Вот были ли какие-то сложности с финансированием? Решение точно так же было принято коллегиально большим числом экспертов, которые взвесили все за и против, ознакомились с проектом, увидели сценарий и приняли решение, что эту картину нужно поддержать. 30 или 35% государственного участия в этой картине. Вот. Вы говорите, что она, значит, не патриотична. Я хочу сказать, она в высшей степени патриотична, но только в совершенно в другом контексте. Не в том, наверное, контексте. Вот тут у нас как бы понятие и представление о прекрасном, и представление о понятиях, что есть патриотично, а что нет, к сожалению, наверное, расходятся с мнением министра культуры. Я склонен доверять Льву Николаевичу Толстому, который говорит, что патриотизм это мутное чувство, если оно сопряжено с любовью только к себе самому и больше ни к чему. То есть вокруг весь мир враги, а я один прав. И патриотизм, который как бы покрывает темные места, проблемные места общества и говорит, что у нас все хорошо, что мы самые лучшие, что мы самые распрекрасные, это позиция, даже патриотизмом не назовешь, это позиция невежественного, темного, не желающего знать правды подростка. «Левиафан» показывает современную Россию и довольно жестко критикует сложившуюся политическую систему. Вот на ваш взгляд, современная Россия, она действительно вот такая? То есть это нелепая борьба человека с государственной машиной? Я думаю, что это вообще общее место, что это удел человека на земле. Иметь дело с бездушным, с чем-то механистичным. Это было всегда, и в России в том числе всегда. Я могу говорить о своей стране, потому что я живу здесь, я считаю себя русским человеком, родившимся здесь, и все знающим, как мне кажется, о том, что есть русский мир. Наша картина лежит абсолютно в точности, в том же самом русле, где и тексты Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Чехова, всех настоящих патриотов. Андрей Звягинцев дал эксклюзивное интервью нашей программе. Федеральные СМИ, проанализировав последние события в России и Америке, сообщают о новой гонке вооружений, о новой холодной войне. Какие формулировки звучат на этот счет в Вашингтоне, к чему готовится Пентагон. Коллеги. ВМС США провели серию успешных испытаний боевого корабельного лазера. Тесты прошли в Персидском заливе. Российские СМИ активно пишут о модернизации американских боевых самолетов и о том, что Вашингтон таким образом действительно готовится к новой холодной войне. У нас в студии наш корреспондент Александр Григорьев. Саш, что действительно делает Пентагон? Пентагон уже на протяжении 3 десятилетий разрабатывает различные типы лазеров. Некоторые из них военно-морского базирования, другие воздушного базирования. Лазерные прицелы, лазерные радары. Примерно 10 лет назад были проведены успешные испытания лазеров, предназначенных для защиты сухопутных войск от атак ракет типа «Катюша», назовем их так. Это очень перспективный тип вооружения, потому что лазер способен за ничтожное количество времени доставить большой заряд энергии на огромное расстояние с высокой точностью. Но, естественно, он не лишен многочисленных недостатков. Например, в дождь, туман, снег его использовать невозможно. Персидский залив идеально подходит, потому что основной угрозой американским кораблям, и не только американским кораблям, являются быстроходные, скоростные иранские торпедные ракетные катера, лодки, вооруженные гранатометами, и беспилотники. И вот лазеры для этого подходят изумительно и идеально. Если говорить об общем перевооружении, то после сентября 2001 года, когда началась война с террором, Пентагон тратил основные усилия на разработку и снабжение вооруженных сил специальными видами техниками, предназначенными для борьбы с инсургентами. Да, тут там, условно говоря, бронемашины, предназначенные, защищенные от взрывов мин, да, с утолщенным днищем. И такого рода технологии. Самодельных взрывных устройств. Совершенно верно. За это время многие государства активно развивали свои традиционные военные возможности. Одним из этих государств является, естественно, Китай, который, по последнему прогнозу, может к 2020 году достичь уровня развития США в сфере ВВС.
И примерно к 2025 году количество китайских боевых кораблей превысит количество боевых кораблей Соединенных Штатов. То есть Россия здесь не является, так сказать, главной мишенью этих изменений. Но реально, что за прошедшие годы модернизация вооруженных сил США традиционными видами вооружений несколько затормозилась. Это правда. Саш, в двух словах. В принципе, Россия, она отстает по суммам, но не отстает по темпам. Она вошла в первую пятерку стран в индексе милитаризации. Сегодняшняя обстановка экономическая в России, может ли она как-то замедлить эти темпы? Это зависит от решения российского руководства в первую очередь, потому что традиционно государство начинает сокращать военный бюджет, если они оказываются в стадии стагнации или кризиса. Да? То есть это первая жертва любых бюджетных сокращений – это вооруженные силы. А в США были, и не только в Соединенных Штатах, это было в нацистской Германии в 30-е годы, были попытки, так сказать, улучшить ситуацию в экономике за счет финансирования военных программ. Такие результаты тоже были и позитивные, и негативные, но все зависит, естественно, от президента Путина. Это решение руководства. Спасибо. Это был наш гость Александр Григорьев, наш корреспондент. Сергей, вам слово. В эти дни четверть века румынской революции. В отличие от Венгрии, которая рассталась с социализмом бескровно, Польши, где премьером стал не коммунист, и Чехословакия, где бархатная революция была редким примером кардинального смена курса, в Румынии самый страшный сценарий. Мой коллега Ефим Фиштейн листает страницы истории. Анно Мирабелис. Год чудес, чудотворный год. Так вошел в историю 1989, когда по всей Восточной и Центральной Европе прокатились демократические антикоммунистические революции. Они были бескровными, мирными, поэтому получили название бархатных революций. Иное дело Румыния. Там население было крайне обозлено нищетой и бесправием, которые погрузили население страны. Президентская чета Николая и Елены Чаушеску, осуществлявших режим личной власти, авторитарный режим. 14 декабря Николай Чаушеску был подтвержден на съезде однопартийцами под бурные аплодисменты во всех своих партийных и прочих позициях. Уехал за границу с официальным визитом, а между тем в стране разворачивались кровавые события. В городе Тимишоара в Трансильвании власти собирались задержать, арестовать и депортировать популярного местного пастора Ласло Тёкиша. Прихожане встали на его защиту, произошло массовое побоище. На площади остались лежать 50 трупов, которые, как говорят, Елена Чаушеску отвезла в столицу страны, где и кремировала. На этом фоне Николай Чаушеску возвращается из Ирана, прервав визит, выступая сначала по телевидению, а потом кто-то умный, в кавычках, посоветовал ему собрать послушное население на центральной площади, что он и сделал. В прямом эфире румынского телевидения он выступил перед населением на первых же минутах. Был освистан, забросан помидорами и яйцами. И когда телевидение вернулось в эфир после 50-минутного перерыва, телевидение увидело пустой балкон, с которого он произносил свою речь. Он во внутренних комнатах Центрального комитета искал убежище, слушал советы ближайших соратников, ведь ему посоветовали бежать из страны на вертолете. Армия, которую он послал на Бухарест для подавления восстания, перешла на сторону населения. Министр обороны покончил с собой или был вынужден покончить с собой. И военное руководство перешло фактически в руки высших офицеров, которые были заодно с выступавшим населением. И 25 числа было сообщено румынским телевидением, что чета Чаушеску была осуждена, приговорена к расстрелу, и тут же приговор был приведен в исполнение. К власти пришла новая группа бывших партийных товарищей, которая во главе с Илиеску объявила себя фронтом национального спасения. Интересно, что все уже было заготовлено, и все их право на власть признавали вокруг. Хотя Секуритата, тайная полиция Румынии, отстреливалась еще несколько дней до самого начала января, тем не менее власть фактически начала переходить в руки этой группы, назовем их так, то ли революционеров, то ли заговорщиков. Революция, которая фактически имела более 1000 жертв и более 1000 пострадавших, раненых, и колоссальное разрушение по стране, оставила после себя не только привкус крови, но и целый ряд неотвеченных или недостаточно разъясненных вопросов. Что это было? Каким образом прихожане города Тимишоара были поставлены в известность о готовящемся аресте пастора Тёкиша? Кто подбил Чаушеску на то, чтобы собрать такой митинг в ситуации, когда народ буквально озверел от нищеты и бесправия?
масса других неотвеченных вопросов, кто подготовил этот фронт национального спасения. Все это вызывало подозрение, что имело место, может быть, не только всенародное восстание, но и какой-то государственный переворот, может быть, даже заговор с участием иностранных государств. Для всех вариантов, повторяю, есть аргументы, но общее мнение историков таково, что независимо от того, что готовили те или иные люди, это было все-таки всенародное восстание. Его результатом стало то, что Румыния вернулась в семью демократических европейских народов, стала, наконец, членом как НАТО, так и Европейского Союза. Сегодня, я думаю, оглядываясь назад, румыны сожалеют только о том, что было пролито в ходе революции слишком много крови. И возвращаемся в наши дни. Вновь время передавать слово в Вашингтон. Наташа, эфир ваш. Да, мы переходим в мир фантазии. Поклонников творчества Джона Рональда Ройлда Толкиена иногда называют толкинутыми. Непосвященным не понять, с каким нетерпением они ожидают выхода на экраны заключительной части трилогии «Хоббит». Рассказывает Дарья Кутковая. «Хоббит. Битва пяти воинств» — это третья и заключительная часть истории про Хоббита Джона Толкина. Лидера гномов Торина не покидает идея найти легендарный камень Аркенстон, добытый гномами в глубинах Эребора. А главный враг свободных народов Средиземья, Саурон, посылает 4 легиона орков к одинокой горе, что заставит людей, эльфов и гномов принять судьбоносное решение – объединиться или умереть. 5 армий встретятся неподалеку от одинокой горы, и это начало конца целой эры. Многочисленные поклонники франшизы, конечно, знают историю Бильбо Бэггинса. Теперь его ждет новое путешествие, и оно окажется гораздо более опасным, чем он мог предположить. В финальной части эпопеи снялись Иэн Маккеллан, Ричард Армитидж, Орландо Блум, Эванжелин Лилли, Люк Эванс и Мартин Фриман. Звезды присутствовали на мировой премьере картины, которая состоялась в Лондоне. Блум и Маккеллан познакомились 15 лет назад на съемках первого «Властелина колец». Это одна из историй, с которой пора, но жалко расставаться. Когда я снялся в первом «Властелине колец», мне было 21. Сейчас мне 37. Моя жизнь изменилась. Я играю Ромео на Бродвее, много чего попробовал, и пора бы уже заканчивать с ролью эльфа. Но у меня к моему герою очень теплые и добрые чувства. Маккеллан тоже с трудом верит, как много времени прошло с первых съемок в Новой Зеландии. Многие из зрителей еще и не родились тогда, в 99-м году, когда мы начинали съемки. 2 года спустя Питер Джексон предположил, что пора прощаться. А теперь посмотрите на нас, мы продолжаем встречаться и сниматься. Маккеллан понимает, что фильмы, в которых он снялся, вошли в историю кинематографа, и новые поклонники будут в каждом поколении. Фильмы уже стали классикой, и дети этих людей, поклонников, которые сегодня пришли поприветствовать нас, будут смотреть. Тоже будет и с их детьми. Очень здорово быть частью истории, даже несмотря на то, что это последняя картина с этой командой. Люк Эванс напомнил, что своему успеху фильм в первую очередь обязан популярности книги «Властелин колец». Мы собираем плоды. Первые 3 фильма подготовили для нас большую базу фанатов, которые остаются верны творчеству Питера на протяжении всех этих лет. И когда начались съемки «Хоббита», они были готовы его смотреть, пришли с любовью. Меня это очень трогает. И хотя я никого из них не знаю, но чувствую, что они знают меня, и от этого мне очень тепло и хорошо на душе. Слово «shirtfront», ранее известное в основном австралийским футбольным фанатам, получило широкую огласку, когда премьер-министр Австралии Тони Эббот применил его в адрес президента России Владимира Путина. Согласно сообщению Австралийского национального словарного центра, оно стало словом года. «Shirtfront» означает жесткий прием, когда один игрок забивает другого, чтобы завладеть мячом. В преддверии встречи Большой двадцатки в Брисбене Эббот пообещал жестко поговорить с Путиным по поводу катастрофы малайзийского авиалайнера, при крушении которого погибли 27 граждан Австралии. Мнения о том, получился ли у него shirtfront, разошлись. На сегодня у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Не забывайте заходить в наши социальные сети и на сайт currenttime.tv. Сергей, до следующего эфира в понедельник. Увидимся. Благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже в понедельник. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.